Ассаламу алейкум, дорогие наши телезрители и гости нашей студии. Сегодня у нас в гостях кавалеры ордена Кадырова. Люди, которые занимаются медициной. Люди, которые спасают жизни людей. Люди, которые в свое время были рядом с Ахмадом Хаджи Кадыровым. Люди, которые сегодня рядом с главой Чеченской Республики Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым. В свое время Ахмад Хаджи Кадыров, Далгазов Кобалдуэлсон, вступил в борьбу с экстремизмом и терроризмом, защищая свою родину и прикрывая свой народ. Наиболее важной сферой сегодня и всегда была медицинская сфера. Сегодня у нас в гостях следующие гости. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики по социальному блоку Ахмадов Муса Саидович. Министр здравоохранения Чеченской Республики Сулейманов Эльхан Абдулаевич. Заместитель министра здравоохранения Чеченской Республики Сельмурзаев Дауд Юшаевич. Директор медицинского института Чеченского государственного университета, доктор медицинских наук Байсултанов Идрис Хасаевич. Заместитель муфтия Чеченской Республики Хабзиев Арби Алманович. Если вы позволите, я хотел бы первый свой вопрос адресовать человеку, который с самого детства знал и общался, и был приближенным человеком к Ахмаду Хаджи Кадырову, Далгазов Кобалдуэлсон. Он не только являлся его близким человеком, он работал и начинал свою деятельность именно в своей сфере с самых трудных времен для Чеченской Республики. Муса Саидович. Вопрос, который я хотел бы вам задать. В 2002 году, когда указом главы администрации Чеченской Республики вы были назначены министром здравоохранения Чеченской Республики, каковы были ваши впечатления и каково это было на тот момент возрождать систему медицинского здравоохранения для Чеченской Республики? Насколько это трудно было? Здравоохранение в период двух военных кампаний, можно сказать, была полностью разрушена. В Гудермесе, где я работал главным врачом с 1997 года, не только будучи главой республики, президентом республики, Ахмад Хаджи еще Далгазов Кобалдуэлсон, будучи муфтием Чеченской Республики, очень живо интересовался и помогал, например, мне, как главному врачу Гудермесского района. И во время Второй военной кампании, когда в городе были разрушены все медицинские учреждения, как и специализированные, как и республиканские учреждения, вся, можно сказать, помощь оказывалась в Гудермесе. Даже еще в 98-99 годах Ахмад Хаджи Кадыров очень часто посещал Гудермесскую центральную районную больницу, привозил разных меценатов, помогал поставкой как медицинского оборудования, медикаментов и так далее. Но в 2002 году, уже когда в городе также было разрушено практически 100% все учреждения, разграблено все, что можно, медицинское оборудование тоже было уничтожено, Ахмад Хаджи Кадыров мне сказал: просто тебе надо перейти на другой уровень. Тогда, наверное, Вы поняли, какие-то чувства я даже не знал. Я знал, что это надо. Поэтому без всяких вопросов мы приступили к работе. Тогда в городе в Грозном, я помню, еще в 2002 году стационар существовал 60 коек при нынешней 9-й горбольнице, больнице скорой медицинской помощи. На окнах были пленки, буржуйки. Другого, как такого, медицинской помощи в городе Грозном не было. Но Ахмад Хаджи поставил задачу и сам в этом помогал. Практически мы за полгода открыли 120 коек там, хорошие, специализированные, и в других больницах тоже начали в течение полгода, года
более-менее. Помню, сейчас в 2002 году по всей республике работало всего 450 врачей, когда, как сейчас, работает около 5000. Не было никакой материально-технической базы, поэтому Ахмад Хаджи один из приоритетов развития социальной сферы поставил здравоохранение. Сам ездил, помогал, где-то доставал кареты скорой помощи, где-то доставал какое-то оборудование, где-то доставал меценатов, как сейчас помню, Гуцериев Минкайл, известный бизнесмен, начал поставку оборудования. Урус-Мартановскую больницу он полностью реконструкцию сделал, оснастил и так далее. Ну, всех не перечислишь. Ну, Ахмад Хаджи целую и начали мы развивать и строить. Это, конечно, дало свои плоды, и люди поверили в будущее и начали возвращаться, особенно беженцы, которые в Ингушетии были. Вот такая работа проводилась. То есть вам с таким руководителем, как Ахмад Хаджи Кадыров, было легко работать, и с его координацией, допустим, если сравнивать с другими регионами Северного Кавказа, то можно было бы только такого лидера и главу только пожелать. Действительно, было очень комфортно. Почему? Потому что он меня всегда брал и в зарубежные командировки, и в Москву, и федеральное министерство со мной все время ездил, министр здравоохранения Российской Федерации. И он так поставил работу, что каждые 3 месяца обязательно в Чеченскую Республику, как я вступил в должность, обязательно каждые 3 месяца, квартал один раз, приезжал заместитель министра здравоохранения Российской Федерации, полностью мониторил нашу ситуацию. И такое было живое такое общение, диалог с федеральным центром, поэтому работа пошла в гору. Спасибо. Следующий вопрос я адресую нынешнему министру здравоохранения Чеченской Республики. Эльхан Абдулаевич, на данный момент в Чеченской Республике буквально в 2016 году был мониторинг, и я его сейчас прямой текст этого мониторинга зачитаю. Независимый мониторинг здоровья выяснял уровень медицины разных субъектов России, и оказалось, что Кавказские республики находятся в этом рейтинге довольно высоко. В тройке общероссийских лидеров оказалась Чечня. Если, допустим, сегодня, на данный момент, какие являются 3 основных, на ваш счет, задачи, которые вы поставили бы перед Министерством здравоохранения Чеченской Республики? Работая в этой должности, конечно, сталкиваюсь с тем результатами, с теми плодами, которые являются результатом деятельности и Ахмад Хаджи Кадырова, и его соратников, и в том числе и Мусасаидовича Ахмадова. Дело в том, что на сегодняшний день есть выстроенная инфраструктура здравоохранения. И когда мы говорим об этом сами анализируем, конечно, так скажем, глаз замыливается, и мы зачастую не можем правильно оценить, насколько все это у нас выстроено, насколько все это функционирует. И так как вот мы в последнее время взяли курс на более тесный обмен и тесную связь с федеральными центрами, с ведущими учреждениями нашей страны. К нам приезжают гости, и когда от них слышишь лестные слова не только в смысле развития республики в плане здравоохранения, но и у них есть возможность сравнивать, они бывают и в других регионах нашей большой страны. И когда слышишь о том, что у нас есть высокоразвитая инфраструктура здравоохранения, есть больницы, учреждения, новые здания, конечно, реально понимаешь тот вклад, который был внесен именно руководителем на тот момент республики, потому что без должной политической поддержки здравоохранение, система настолько чувствительная к поддержки, прежде всего, со стороны руководства, понимаешь, что без жесткой, четкой поддержки этого невозможно было бы выстроить. Ну а что касается сегодняшних задач, конечно, они являются продолжением того курса, той работы, которая была заложена еще десятилетия назад. И мы продолжаем работать над дальнейшим совершенствованием и первичной медико-санитарной помощи, и развитием высокоспециализированной медицинской, высокотехнологичной медицинской помощи. В этом плане стоят конкретные задачи, есть конкретные планы по реализации. Я думаю, что развитие здравоохранения имеет поступательный характер, и
мы будем, на наших глазах мы будем достигать все новых высот. А бывает такое, Эльхан Абдуллаевич, что, допустим, вот с Мусой Саидовичем вы созваниваетесь или берете у него совет, так как человек довольно-таки долго работал в этой сфере и возглавлял эту сферу. Бывает, что обмениваетесь опытом? Ну, опыт Мусы Саидовича неоценим. И не то, что бывает, мы, и не совру, подтвердят, что на ежедневной основе созваниваемся, обмениваемся какими-то мыслями, и часто его советы бывают весьма ценными и очень к месту. Спасибо. У нас в гостях Байсултанов Идрис Хасаевич. На ваш счет, допустим, из 100 человек студентов, из этого количества примерно сколько выходит специалистов? И насколько сегодня те же наши вузы, которые преподают медицинскую сферу, насколько они хороших специалистов выпускают? Что можете сказать по этому поводу? Салам алейкум. Ну, что я должен сказать? Если в 2012 году медицинский факультет состоял из одной специальности, это лечебное отдел, то на сегодняшний день медицинский институт представлен 5 факультетами, где на сегодняшний день функционирует 3 факультета. Это лечебное дело, педиатрия и стоматология. И медицинская биофизика и медицинская биохимия, которые нам представят 7 специальностей, они первый набор начнут в 2018 году, но в 3 специальностях на сегодняшний день работают. Учатся у нас 1330 студентов, из них превалирующий состав – это лечебное дело. Вот. На сегодняшний день мы ежегодно выпускаем 90-100 студентов, которые сегодня учатся в ординатурах и работают в различных лечебных учреждениях Чеченской Республики. Вот. В прошлом году Министерством здравоохранения было направлено в ординатуру из наших выпускников 20 человек в различные ведущие вузы России. На сегодняшний день мы получаем довольно хорошие отзывы о качестве подготовки. Ну, пример к тому, что вот буквально на днях наша выпускница состязалась с выпускниками других вузов России, вот, которые закончили на красный диплом. И при выпуске, имея 4,7 баллов, она вошла в лучшую десятку медицинской кадры России. Это говорит о том, что на сегодняшний день вуз серьезно относится к подготовке медицинских кадров. И в дальнейшем мы будем наращивать темп, учитывая проблемы здравоохранения, да и восполняя те проблемные моменты, которые имеются сегодня. Наша работа, она совместно с Министерством здравоохранения, с Эльханом Абдуллаевичем мы очень часто совещаемся, встречаемся, обсуждаем различные вопросы, и это дает положительную тенденцию развития образовательной системы в медицинском институте Чеченского государственного университета. Спасибо. Идрис Хасаевич, а, допустим, студенты, которые закончили вузы за пределами нашей республики, они в нашу республику, вы их как притягиваете, либо они сами к нам едут для того, чтобы, допустим, есть наши земляки, которые учились за пределами республики, и по возвращению обратно, как вы какую-то программу, может быть, запустили по их трудоустройству у нас в республике, либо это уже давно существует и с этим нет проблем? Конечно, мы сейчас разрабатываем программу для того, чтобы постдипломное направление по высокой технологии и по повседневной деятельности врачебной кадров и среднего персонала, для того, чтобы формировать непрерывное образование в Чеченской Республике. Обмен опытом тоже существует у вас, выезд за пределы? Мы на сегодняшний день, наш вуз находится в медицинском кластере по Северному Кавказу. Туда входит 7 регионов. Практически каждые 1,5 месяца мы встречаемся, все директора и ректора медицинских вузов, совместно обсуждаем те задачи, которые перед нами ставит Министерство здравоохранения России и Министерство региональное. Вырабатываем тактику и методику подхода к современным требованиям.
Вот буквально вот на днях, короче, мы обсуждали вопрос, который уже выносится на решение Министерством здравоохранения России. Это сетевой врач, это, короче, IT, короче, врач. Вот в этом направлении мы сейчас планируем сформировать пакет документов и посмотрим, пустить это по постдипломному образованию, или это, короче, вывести отдельное, короче, направление, где будут вовлечены и высокие технологии, короче, инженерные, короче, и программное обеспечение. Спасибо, Идрис Хасаевич. У нас также в гостях заместитель министра здравоохранения Чеченской Республики Сельмурзаев Дауд Ишаевич. Дауд Ишаевич, вот вопрос вам. В конце этого года, так как мы уже подводим итоги 2017 года, на ваш счет, какие наиболее яркие события прошли в этом году для медицинской сферы? Вот что медицинские аварии, сол направление, посол дня дона, Коран сон, дар дешта, что она поймали, сам суннат сон, что إذا وردون دار بدش باب بيش تطلعونه تاق والمخاعر دونه يتسبقش دونه بينها خن يقع دونه حال غيدين خلا يتوقع تاق دونه وين اشتي ديل غيتم بولش دونه تاق ويبتشع دونه غودينه تاق وين نقشي تشع دونه جو دونه أثناء خن غوده تاق وين كلينيكا إلين تاق إشت دونه بلجي وين نقشي تشع دونه دش ناخ دونه إشتاب إذا تند دار بليلوش بيش دونه تاق حقول بيتين دونه سانت يعيش دونه وح بيتش تاق إنيس دار بليلوش دوتش بيش دونه إيش صوص بيتش دونه إشتي وح بو حبين دونه إذا هندو تاق وي داليق لويل أحمد حاج دونه جش تكفل ديل دونه علم تكفل ديلي تاق نيس بوسو الدنيا دونه نيس نيات يعدون يخل ديلي إيش دونه تاق سنك أنت شاول ديل دونه تاق إشتونا ناخذنا يقوبوا بيننا يقوبوا بعضنا سجاه دونا حيقل ديز دونا كرم الله يز يقوبوا دينا وسناخن دون درب ديت دون شا ودي دو الاشتيلس دونا بعض عوش بو تاقناخن دقة فيدا بل سناخ دون أعزام من شا دونا ديل هيت مستونا إناخ حلقسن دون دقوا بحثون ديلشي تاق إباخ دونا بريح دون يبوز ريحة ناخ شيء دونه يقيت قيت ناخ دونه مغلر بالبيزا قدق أول دون قيت قيت أدم ديل هيت مجيم ديل دونه تاق تاع أنتو دونه ولا دونه يبوخ بيش قيت دونه سو شابركت كيش دونه بيش دونه قي يتيب دون دار مش ديش بيش دون سو باخ دون تاق ديل هيت مستون خز ناخن دار باخلش تاق ناخن دون دستوب دونه حلق مش تبغى بيسويش دون حيريخ الحيز بو إناخ دونه تأخين ديلغيت مستونه سنتر إسلامسك ميديسينا دونه إذا يوتاق تيجي حباك دون شيء لا يرسبش دونه هو ريونش كده أسبوعن شيء ركتكانش بوه بيش دونه إشتونه ديلغيت مخ دونه Я соглашусь, Беркан. Следующий вопрос. Арби Алманович. Насколько часто исламская медицина и современная медицинская пересекаются друг с другом? Adam dünyanın şeyhan zamanga mokşhan ol mokşhan ol akş akşe çongş olçunna darbne esates ol akıt darban de qaş gayrs o şort qahı xanyo xarjayo da elşun aldı selam marşal canım إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء فتداوى أهل القرآن له دال سالت تسمى غري وسينات شيء دربان سباي هاي قرآن هلا بصولنا درب لخ علم درب ليلا دي علم قيتشنها عن دربه إشتا دال سالت تسمى غري وسينات شيء دربان سباي دال حرم دولشنس درب مليل دي علم دال ديكين دولشمانس تهنا دال خاستان بود ليرشو بانش ليلا دو داز بانش دال وليو دربا دو ناقي بانش يلداد أمسو مناشي جوزن شا جوز الله يش أبوسول بنا خلي وتصور داود روش بقايوك شسته ناو غور تاقوش إلهاموش بقايوكش صح أكور كيات نجا أدمي تسمعر هو خاره يبلغ اليقر
صولت دار بليلدر أق شيء دولش أور هو شيء أويلا شاش دار بليل دوش شيء أويلا شيء تعاليلا أق سام قرش دار بنش هذا أخش ليلو شغل جوا هيوكش قادو شورت ياش خرجايو أق شيء سام قر بيلقى ليالت هيوكش تلقى هيوكش هلو شيء تسخرت يهو قانتي وان هلو خير لازر دوشك يهو قانتي وو دوشة أور ليلو يشتغل سام قرش تسقيتر سعدو ما سوديش هو شواز دلا دال ما الله استعيذ بالله فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون بودال أخشى إن سخو جا خوشن خاتبوه خوشة إذا مسوا جوز الله يو دنيا داهرنا دنيا إهرت أوش توشل دوش دا أتسنا إرسي داش خللو علم مسوا علما ديشر عامدر ليلدر أستاق أهيجر يهورنا دي قردو يلشتو مع الله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة على علم عامدر مسوا بوصل باستغنا زوجن ده برز ضد يال ده كم برش تدل شل ده أستحى وأدمي قيتم نيس خليتا أدمي قيتم ده نيس خلرس عامدر صلوية ديشر صلوية أستحى وقار هذا رزق بله وشادقي شنية مودا قاد إن شخ جادنا ليل شجعناها وقر على موسى اسمه على را أرموخ خلق ديم بيش يحكوك بغيش آمد عشلا غازت قبل دقوق آهجا توق آهيوك جانا وقر علي أدمي موكش الله أدمي خار إذا كير ديهر ديرزينا درس وديشا إشي غوش فيتوش أجداق آهيوش سوديح تغانا ويا اشتا تغان كوش على مرموس وما اشتني خلصا نسلر تلردو خلقي اشتل شورا دلا دابانش بيتس با مقردات هينز بولشر سيدي مقردات قدال خاستن بش وي تغانا تونغ شوك تغان دوقو چو حسيت شو وي چو بولورش دواغيات شو ارور شوك حالسان دوقو هولو ولا دوقوات جوزلش سويل شو ديش متكش دهيتو شو وز ديوش بيش وز تعش شو غليرن سنة بيش تلامبو دحيه هرد يعدو عام درد يعدو سولت اعتان مخاد بقد يعدو إذا ديال غية تنبو سوي زي سيلا خلولش دالا أرنوخ شي قامة دريقي بوصل قامة دال ميالق عند الأدمة تسام قرخ بالنخ لردش عالش داشا وز بيرش داخل لويل. Ну, как мы все знаем, Ахмад Хаджи Кадыров, Далгазов Кобалдыц, он, прежде чем пойти в политическую сферу, был духовным лидером Чеченской Республики и являлся главным муфтием республики. И можно, наверное, правильно будет сказать, что он был лекарем душ человеческих, потому что без здоровой души человеческое тело обречено на гибель. И в преддверии Нового года, дорогие гости, что бы вы хотели бы пожелать нашей армии медицины, что бы вы хотели бы им пожелать в будущем их профессиональной деятельности? Начнем, наверное, с Мусы Саидовича. То, что сегодня мы живем в такой стабильной республике, никому не секрет. Сегодня в любое время суток можно выходить и на новогоднюю елку вместе с детьми, вместе с гостями, вместе с родственниками. Можно поехать в любое горное село. Алхамдулилlah. Мадик ашлук в этом. Поэтому я бы хотел бы с наступающим Новым годом, чтобы никогда наш народ не знал той беды, которую мы пережили, особенно молодежь, которая не помнит это. Великий Ахмад Хаджи говорил: давайте научимся жить нормально, как все люди. Поэтому сегодня мы, алхамдулилlah, живем, как все нормальные люди, чтобы вот эта стабильность, мир у нас всегда продолжался. И всем пожелаю здоровья, удачи и всех благ. Хамдулаевич. Хотел бы пожелать в наступающем новом году мира, процветания всему населению Чеченской Республики, ну а медицинскому сообществу, медикам, людям, которые носят белый халат, хотел бы пожелать терпения, профессионального роста и чтобы было побольше улыбок от пациентов, чтобы пациенты были вами довольны, потому что именно профессиональное удовлетворение – это самая большая оценка для настоящего врача, для
любого человека, который носит белый халат. В новом году здоровья, счастья, успехов. Давид Вячеславович. كده الشخص هنا دي قبل وده ضوي مخ كويت بالله ده إيمان صوبيش تعالى زردوش خز بوش برت بولش إيمان خز داخل ودرقت وانا ده تعبير تويل وده لا إرسدار خليل وده وانا تدوخ شرسات ده تعبير تويل. Идрис Хасаевич. Я бы хотел бы пожелать своим коллегам милосердия, сострадания и профессионализма. Да. А всем жителям Чеченской Республики пожелаю здоровья, благополучия и счастливого Нового года. Далее это было. Арби Алманович. يلشون دال شقية بختر ماشي ترشي هذا شعدالنا من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها شو حملوا لح عيرين قال لك شي ديغه موكش الله يلش بيس ميرشا يلش سرس بقى شابلش هدرج الدنيا دا شيلدح شيك حقودينك سنو يعلم لا موكش تلش مارشي دلش أق غوشي داشر ديزر دلش علمان قدالا جوزلش كاتات دايتين عشوش علمان قي سابوش إيمان جه صبري سابوش ريتويلا أق ليرش علمان قا صوبولر سنة دالا تير موكش لا تويل هو خير موكش الخلشي أق صومش بولش عندار بليلوش موكش خلش وين دوق صوتو دالا دنيا آخر إرسي داش داغل دوقه. Я же, в свою очередь, от лица телерадиокомпании «Путь», от лица нашего директора Адама Шахидова хотел бы поздравить с наступающим Новым годом весь медицинский блок, начиная с рабочих, заканчивая высокопоставленными чиновниками. Хотел бы поздравить и пожелать вам в новом году новых вершин, новых побед. До скорых новых встреч в нашей студии. Адикеу.